Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами разберем суммативное оценивание за раздел изменения состояния веществ. Это у нас, грубо говоря, контрольное задание. Итак, поехали. Первое задание. Распределите буквенное обозначение предложенных явлений на физические и химические и укажите их общий признак. Вам даны химические и физические явления, вот они прописаны, и их нужно будет разделить в таблице на физические и химические явления и указать каждых явлений признак химических явлений и физических явлений. Я вам уже заранее подготовила. На физическое явление входит плавление металла, образование инея, появление радуги. И каждого из них имеет свой признак. Плавление металла – это изменение агрегатных состояний. Образование инея – также изменение агрегатных состояний. Появление радуги – это преломление света через капли дождя. Это все у нас признаки физических явлений. А к химическим явлениям относятся образование накипи, гниение листьев, пожелтение листьев и дыхание. А признаки из каждого написала рядом. Образование накипи – это появление нового вещества. Гниение листьев – это образование новых веществ и изменение цвета. Пожелтение листьев – это образование хромопластов. А дыхание – это образование новых веществ, это как СО2 или же вода. Все, ваше первое задание на этом закончено. Второе. Даны 3 картинки, на одной из которых изображены частицы вещества, находящиеся в твердом агрегатном состоянии. Укажите номер данной картинки и объясните свой выбор, используя кинетическую теорию частиц. Вам необходимо найти изображение, которое находится в твердом агрегатном состоянии. Это у нас третья картинка. Почему? Потому что вещество состоит из этих мельчайших частиц, это молекулы. А твердые вещества, они находятся очень плотно друг к другу, и при низких температурах все эти вещества замерзают, превращаются в твердые тела. Если использовать кинетическую теорию частиц, это все молекулы, когда находятся в постоянном беспорядочном тепловом движении, при котором они обмениваются импульсами и энергией. В твердом состоянии вещество сохраняет как форму, так и объем. Постройте график кривой охлаждения воды, используя табличные данные. Окей. Попробуем построить график. Вам даны температура и время. Температура будет данная ось, а это у нас пускай будет время. Температура у нас от 20 плюс до минус 20. Значит, мы сначала берем начальную точку 0. Минус 10 это минус 20. Это плюс 10, а это плюс 20. Так. Давайте построим теперь. Температура 20, время 0. Время 0, температура 20. Вот первая точка. Время 10. Так, вот наш. Это 10, 20, 30, 40, 50, 60. Температура 0, время 10. Температура 0, время 20. 0, 30, 0, 40, 0, 50 и минус 20, 55. Вот он. Теперь нужно это начертить. Вот такая кривая у нас получилась. Отметьте на кривой участки, соответствующие процессам охлаждения и кристаллизации. Процесс охлаждения – это когда у вас вот данное расстояние, это у нас процесс охлаждения. Вот это расстояние – это у нас процесс замерзания, а это, соответственно, охлаждение. Понятно? Это можете указать. Я просто на примере указала только один, минус 20 и 55.
Вот с этого расстояния это у нас процесс охлаждения. Объясните процесс охлаждения кристаллизации с точки зрения кинетической теории частиц. При кристаллизации температура не меняется. Это означает, что не меняется кинетическая энергия молекул. У нас изменилась только их потенциальная энергия. Молекулы стали взаимно сильнее. Понятно, да? Все это наша контрольная работа за второй раздел изменения состояния веществ закончили. Подпишитесь на мой канал, если у вас остались вопросы, напишите на комментарии, я обязательно вам отвечу. С вами была я, Назерке Алибекқызы, на канале Химия Онлайн. Всем пока-пока.